Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. На этой неделе мы празднуем Всероссийский день любви, семьи и верности. Праздник отмечается в стране по инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 года. Не случайно накануне прекрасного летнего праздника гостья в нашей студии Алена Атласова, председатель постоянного комитета по делам семьи и детства Госсобрания Илтумен. Алена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, как председатель профильного комитета Илтумен, знаете о вопросах поддержки семьи в республике гораздо больше многих. Расскажите, как вы оцениваете уровень внимания законодательной власти в республике к институту семьи? К институту семьи у нас в республике проводится и в целом в стране большая работа по поддержке семьи с детьми. И если взять вот 6-й созыв, из 60-19 принятых законов 153 – это законы социальной направленности, то есть это в социальной сфере, это охрана медицины, образования, науки. Соответственно, из этих законов 50 были рассмотрены в нашем комитете по делам семьи и детства. И комитет у нас был образован только в 2018 году. То есть это совершенно новый комитет, который работает в этом направлении. И если говорить о личном вкладе, вот мы завершаем свою деятельность, и, соответственно, из субъектов законодательной инициативы, из 60-19 законов у нас инициированы народными депутатами, да, большинство. Это 219 законов, и я как народный депутат, работая именно в комитетах социальной направленности, тоже внесла свой вклад. У меня 87 законов уже работающих. Скажите, а вот если сравнивать Якутию с другими регионами страны, у нас есть какая-то отдельная специфика? Конечно, специфика у нас есть. Это если говорить вообще о климатических условиях, да, мы, конечно, и территориальных, то совершенно специфику я не буду на этом останавливаться, скажу специфики конкретно по рождаемости, да, демографической политики, которая целенаправленно ведется главой республики. Соответственно, он в 2019 году, как стал главой, он издал указ о поддержке рождаемости. И, соответственно, мы буквально соответственно, есть результаты. И буквально на днях мы приветствовали рождение миллионной жительницы из города Мирного, семьи Ануфриевых. И здесь даже цифры говорят о том, какая большая работа проводится. Если в 2018 году, в начале деятельности главы и, соответственно, работы нашего комитета на поддержку семьи с детьми было порядка, направлялось более 3 миллиардов рублей, да, и за 5 лет, если говорить о 2022 году, да, это уже повысилось на 4,5 раза, то есть уже больше 15 миллиардов направляется на поддержку семьи. И если говорить о специфике, то в республике Саха-Якутия очень много многодетных семей. Когда мы принимали закон о статусе многодетной семьи, это инициатива народных депутатов, то в 2019 году многодетных семей было всего 27 тысяч, то по итогам 2022 года более 34 тысяч. И, конечно, наша работа направлена на то, чтобы на поддержку традиционной семьи, многодетной семьи, приемной семьи, да, и дальше эту работу надо продолжать. Алена Николаевна, 6-й созыв Илтумен недавно провел последнее пленарное заседание в нынешнем составе. С какими результатами ваш комитет завершает свою деятельность? Из 153 законов 50 законов были рассмотрены в нашем комитете, и 30 из них были инициированы народными депутатами. И, конечно, мы приняли
базовый закон о статусе многодетной семьи, освободили от транспортного налога, добились индексации материнского капитала, вознаграждения приемному родителю и многое другое. В то же время мы занимались вот теми накопленными проблемами, которые вот касались поддержки семей. Это клубок проблем, которые нам вот удалось практически распутать вместе с Счетной палатой при поддержке, потому что мы им поручали вот, исследовать те проблемы, которые есть. Да, это касается вот, выдачи бесплатной земли для многодетных семей, обеспечения их инфраструктурой, также вот, обеспечения жильем многодетных семей с 5 и более детьми. Да. То есть сейчас мы вышли на тот уровень, когда вот те проблемы, те вот, сложные ну, накопившиеся проблемы, да, они были все-таки поставлены на такой уровень, чтобы была разработана дорожная карта, да, и сейчас вот только требуется финансирование. То есть сейчас необходимо, конечно, для того, чтобы эти программы очень хорошие по поддержке семьи работали, здесь, конечно, все зависит от того, сколько вот средств будет заложено на это. А зависит ли это от того, какого вектора будут придерживаться депутаты следующего созыва? 7-му созыву предстоит работать в непростых условиях. Вот 6-й созыв, конечно, мы работали вот во время пандемии ковид, когда была объявлена специальная военная операция, мобилизация. И, конечно, вот это ну, действительно вот создает те условия, когда надо народным депутатам работать сплоченно. Я думаю, что это не время личных политических амбиций, а надо вот сплотиться и работать во благо республики. И, соответственно, вот совсем ну, такие по веянию времени будут такие условия, когда вот, ну, во время экономических санкций, да, надо придерживаться линии, чтобы социальная сфера не страдала. То есть вот бюджет все-таки был направлен на, конкретно на поддержку социальной сферы, да, и в то же время предстоит борьба с бедностью. И вот мы комитетом проводили весной круглый стол о мерах поддержки семей участников СВО. И, конечно, это очень большие испытания для семьи. И здесь вот надо делать все, чтобы те меры поддержки вот по указу главы Республики Айсена Николаева, они доходили до каждой семьи. То есть предстоит очень серьезная, кропотливая и ответственная работа. В 2018 году, когда глава Республики Айсен Николаев вступил в свою должность, практически вот с 2019 года он издал указ о мерах поддержки рождаемости, да, и, соответственно, вот рождение миллионного жителя нашей республики 23 июня говорит о том, что вот этот вектор развития был правильно выбран, и в этом направлении идет большая работа со стороны главы, правительства, парламента республики. И, соответственно, вот даже в сравнении цифр, да, вот тех средств, которые вложены. Если говорить о средствах, которые направляются на поддержку семей с детьми, то если в 2018 году это было более 3 миллиардов рублей, то это за 5 лет, ну вот по итогам 2022 года выросло 4,5 раза. 15 миллиардов больше направляется на поддержку семьи. Это, конечно, материнский капитал на рождение второго ребенка. Это поддержка семей от 3 до 7, где дети есть от 3 до 7 лет. И, конечно, это целевой капитал «Дети столетия», который был вот в 2022 году именно в послании глава сказал, и, соответственно, это уже работает и показывает хорошие результаты. Не секрет, что к новым праздникам у нас в обществе относятся очень настороженно. Например, когда кто-то выступает против Дня влюбленных или кто-то, наоборот, в этот праздник скупает в магазинах все запасы цветов. Как лично считаете вы, День семьи, любви и верности в России – это важная дата для нашего общества?
Этот день отмечается у нас с 2008 года и уже обрел свои традиции. В этот день мы отмечаем те семьи, которые прожили более 25 лет в браке. И это действительно очень хорошая дата для семьи, для их детей, внуков. И буквально на днях я, как руководитель регионального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», поздравила семью Самсоновых, Александра Порфирьевича и Галину Ивановну. Их представлять не надо, им по 90 лет, и они прожили в браке 66 лет. И я у них спросила, вот, в чем же секрет вот вашего брака? И Галина Ивановна очень мудро ответила, что здесь главное, должна быть любимая работа. Если у человека есть любимая работа, то и семья будет крепкая. Ну и вы сегодня к нам пришли по особому, теплому поводу. Действительно, в нашей стране отмечается этот светлый праздник. Каковы ваши будут пожелания нашим телезрителям? Я пожелаю каждой семье Якутии, нашей многонациональной республике, чтобы семьи были крепкими, дружными, жили в взаимопонимании, потому что самое ценное у человека — это вот семья. И я пожелаю всем нам в это непростое время сплоченности, потому что только вот сплотившись и работая вместе, ответственно относиться к труду, вот каждый человек, если будет относиться к своему делу ответственно, соответственно, наша республика будет дальше развиваться и процветать. Благодарю вас, Алена Николаевна, за интересную беседу. Спасибо, что нашли время для нас и ответили на наши вопросы. Ну и я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.